Храм Преображения Господня – архитектурный символ Ижевского района. Но в последние годы он был заброшен. Скорее всего, в селе осталось совсем немного тех, кто помнит былую красоту древней церкви. Строительство храма Преображения Господня началось в Ижме в 1803 году. Уже тогда процесс растянулся на четверть века. Сам проект был утвержден архангельским губернатором. Но возводилась церковь местными мастерами. Это был мощный двуххрамовый комплекс. Строили его, как говорится, на века. Для крепости звездку разводили на твороге. Интересная легенда бытует по поводу того, почему храм называется Преображенским. Местные жители увидели как-то по течению большой плод с иконой Преображения Господня. Вот. Посчитали, что это дар свыше, и построили церковь во имя Преображения Господня. Свои двери новая церковь распахнула в 1828 году. А спустя 100 лет, в конце 30-х годов прошлого века, храм закрыли и переоборудовали под склад, который расформировали лишь в 80-х. Спустя несколько лет жители всерьез задумались о том, как вернуть святыне прежний вид. Но все, что со временем удалось сделать, это кое-как законсервировать строение. 2 года назад в Ижме был образован попечительский совет по восстановлению храма Преображения Господня. Общая стоимость восстановительных работ с учетом разработки проекта, проведения экспертизы, благоустройства территории составляет 76 миллионов рублей. Потому что если не заменить верхнюю часть, то можно тратить вообще все здание. То есть и сегодня с компанией, которая приезжала из Челябинска, обсудили примерно планы работы, они даже составили графики. Они готовы приступить к работам, разделили на этапы. И сегодня первоочередной этап – это заниматься верхом, чтобы это снизить нагрузку на фундаменты, снизить нагрузку на стену, укрепить их заодно. Восстановительные работы начнутся именно с верхней части. В планах замена купола, укрепление стен, установка кровли над задней частью сооружения. К слову, работы будут производить не только приглашенные профессионалы. На стройке ждут помощи и местных жителей. Анастасия Тюрнина, телеканал Юрган.